Доброе утро, уважаемые телезрители! И вот снова мы, Полина Долинская и Руслан Ачиров. На календаре 16 февраля, день недели четверг. И мы, как всегда, с самого утра вас заряжаем только на позитив и рабочий лад. И вот что мы вам покажем. Сегодня столицу Италии признали лучшим гастрономическим направлением 2023 года. А в Филиппинах наблюдается рост цен на овощи, из-за чего невесты выбирают букеты не из цветов. В России в эти дни проходит масштабная неделя пропаганды здорового питания, где основными продуктами считают овощи и фрукты. И сегодня у нас в гостях будет врач-педиатр, который расскажет о пользе овощей для здоровья человека. Помимо этого, у нас сегодня будет материал об экономии расходов. Мы расскажем, как экономить свой кошелек, чтобы не остаться без денег и не уйти в минус. Ну а традиционно покажем нашу рубрику «Пусть мама придет. Моя профессия и киноафиша», где мы узнаем о киноновинках этой недели. Так что, если вы еще не запланировали свои выходные, будьте сегодня с нами и ловите очень много полезной информации. Ну а мы напоминаем, что еще больше интересных новостей из мира вы можете узнать, подписавшись на наш телеграм-канал «Утро Якутии». Но если у вас есть интересные новости или вы хотите кого-то поздравить, то отправьте ваше сообщение на номер, который вы сейчас видите перед своими глазами. Ну, я думаю, сейчас самое время по традиции узнать, какая погода за окном. И прежде чем мы начнем говорить о погоде, мы хотим с вами поделиться одной информацией. Так, по словам психологов, недолгое взаимодействие с зимней природой помогает повысить самооценку и стать терпимее к своим физическим недостаткам. Авторы исследования считают, что прогулки по зимнему лесу или парку особенно полезны для тех, кто постоянно на диете, либо принимает препараты для увеличения мышечной массы. Побыв среди снега, человек начинает лучше воспринимать свое тело. Также во время эксперимента выяснили, что прогулки в окружении зимней природы полезны, даже когда люди гуляют небольшими группами. То есть уединяться и ни с кем не общаться совсем не обязательно. А вот теперь давайте узнаем, стоит ли сегодня на прогулку отправляться, одеваться нам потеплее или уже можно настроиться на приближение весны. По данным на 6 часов утра в центральных районах температура воздуха составила 41-44 градуса мороза. В заречной группе минус 40, минус 48, а в южных минус 21, минус 25 градусов. В Вилюйской группе 32-36, в Нижнеленских 40, в западных 22-24 ниже 0. В Колымо-Индигирской группе Улусов минус 33 и минус 48 градусов в это утро. В Янских 45-49, на северо-западе 25-32 градуса мороза. А в городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра составила минус 42 градуса. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба. Штиль. В течение дня синоптики обещают, что будет преимущественно без осадков. В первой половине дня туман и ветер переменный с порывами 1,4 метра в секунду. Днем будет гораздо теплее – минус 30, минус 32 градуса. Очень люблю вот этот промежуток времени, когда погода... 6 утра? Нет. Ну, этот, конечно, тоже люблю. Но еще больше, когда смотришь на погоду и смотришь, что сегодня, например, ну, в Якутске, по крайней мере, минус 40 было, ну, я надеюсь, уже не вернется. Да, кстати, это очень утешительные прогнозы, и они очень радуют. Мне, кстати, вчера сын сказал, говорит, ты знаешь, вот то, что солнышко выглянуло, сразу мой плейлист поменяло. Захотелось слушать радостные песни. Да, вообще захотелось побольше двигаться. И как мы уже вам, дорогие друзья, анонсировали, да, можно и выходить на прогулки. Но сейчас уже начинает теплеть, и можно спокойно пройтись, в том числе по парку, или прогуляться до работы пешком. И сегодня есть еще один повод, чтобы выйти на улицу и подышать свежим воздухом, потому что сегодня отмечается День поиска запаха. Все мы знаем, как пахнет мороз свежестью и чистотой, так что не сидите дома, смело идите гулять в этот замечательный день. Ну а мы сейчас узнаем, какие еще праздники можно сегодня отметить. Далее у нас рубрика «Даты и события». На календаре 16 февраля сегодня отмечают День разведки ВМФ России, День архива Минэнерго России, славянский праздник Починки. По народному календарю сегодня Семен и Анна, хранитель младенцев или починки. Для этого праздника варили особое кушанье – саламату. Так называлось распущенное в воде гречишное пресное тесто с маслом. Что касается природных примет, то люди наблюдали за снегом. Если на Семена и Анну он валит хлопьями, лето будет дождливым. Этот день в истории. В 1722 году Петр I издал указ о наследии престола. В этот день в ходе гражданской войны в США северяне
россияне одержали крупную победу. Экспедиция Говарда Картера нашла каменный саркофаг фараона Тутанхамона. Когда в феврале саркофаг вскрыли, внутри оказался золотой гроб с его мумией. Саркофаг содержал более 100 килограмм чистого золота, а находящееся там тело фараона было мумифицировано. В 2005 году, 16 февраля, вступил в силу Киотский протокол – международный документ, принятый в Киото в декабре 1997 года в дополнение к рамочной конвенции ООН об изменении климата. Он обязывает страны сократить или стабилизировать выбросы парниковых газов. В этот день родились Николай Лесков, русский писатель, прозаик; Михаил Тухачевский, советский военачальник, маршал Советского Союза; Михаил Швейцер, советский российский кинорежиссер, сценарист; Ким Чен Ир, корейский политический государственный деятель, глава КНДР. Имени на сегодня отмечают Андриан, Анна, Василий, Владимир, Иван, Михаил, Николай, Павел, Роман, Семен и Тимофей. Мы продолжаем наш эфир и сейчас расскажем об интересном мире. Увидите Рим и умереть, но перед этим обязательно попробовать знаменитую римскую кухню. Вот так теперь должна звучать знаменитая фраза. Ведь столицу Италии признали лучшим гастрономическим направлением 2023 года. Рейтинг составляла онлайн-платформа туристических отзывов TripAdvisor. Она проанализировала все оценки путешественников за 2022 год. Выяснилось, что кухня в Риме самая лучшая. Следом в рейтинге идут греческий Крит и вьетнамский Ханой. При этом на 4-м и 8-м месте расположились итальянские Флоренция и Неаполь, а на 5-м – Париж. Согласно TripAdvisor, было два фактора, которые позволили Риму занять высшую строчку этого рейтинга. Первое – это то, что много ресторанов с мясной кухни, что всегда нравилось путешественников. А второй фактор – множество различных типов ресторанов. От крошечной Астерии в популярном районе до 3-звездочных мишленовских ресторанов. Ну а жительница Филиппин на свою свадьбу выбрала необычный букет невесты. Присмотревшись, можно заметить, что он сделан из репчатого лука. Похожие букеты и у подружек невесты. Отказаться от цветов пара решила на фоне небывалого роста цен на этот овощ на Филиппинах. Лук нынче дороже курицы и свинины. Букет удивил не только 150 гостей свадьбы, но и стал хитом в соцсетях. Кстати, вышел он нелегким, около 5 килограммов. Цена за лук на Филиппинах поднялась выше $13 за килограмм. Поэтому по местным меркам свадьба выглядела дорого и богато. За 4 дня до свадьбы мы изменили планы. Мы решили использовать лук, чтобы после церемонии у нас его было много. Цветы один раз выставляешь и потом выбрасываешь. Почему бы не быть немного практичнее? Не думали, что видео станет вирусным. Мы просто хотели, чтобы наша свадьба была уникальной и незабываемой. Мне больше всего понравилось, что в течение свадьбы жених просто не выпускал этот букет. Сразу видно, что это очень дорогая вещь в семье. Интересно, кто из присутствующих гостей, из девушек, поймал букет невесты? Скорее всего, они его не кидали с такими-то ценами. А вот с 13 по 19 февраля по всей стране проходит масштабная неделя потребления овощей и фруктов. В эти дни о здоровом питании говорят не только учреждения здравоохранения, но и в школах, высших и средних учебных заведениях, а также в предприятиях и организациях. И сегодня у нас в гостях врач-педиатр Аюна Лукина. Аюна Батыровна, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну, расскажите, пожалуйста, какие мероприятия проходят на этой неделе в столице региона? Ну, у нас получается по плану проведения мероприятий именно региональных, да, по профилактике и поддержке здорового образа жизни. Именно вот эта неделя с 13 по 19 февраля посвящена популяризации потребления овощей и фруктов. Вот. А в связи с этим, конечно, везде проводятся именно в медицинских и образовательных учреждениях, да, различные лекции, мастер-классы, ну, вообще посвященные именно потреблению овощей и фруктов. В частности, у нас в Республиканском центре общественного здоровья и медицинской профилактики также, естественно, проводятся эти мероприятия. Вот, допустим, вчера и сегодня в центре Сосновый Бор, в детском центре, там у нас идет заезд сейчас 110 детей, именно исполнительная сухая, да. А среди них мы тоже проводим мастер-класс. Вчера вот делали
делали с ними различные витаминные салаты, овощные и фруктовые, где во время этого рассказывали, да, о полезности овощей и фруктов, ну что и как полезно. Также у нас есть школа здорового питания, мамина школа для беременных, для кормящих, для мамочек, которые имеют детей до года. И среди них мы тоже, конечно, активно проводим лекции именно в эту неделю о пользе овощей и фруктов. Также есть курс по здоровому питанию у нас «Избавься от мучного», ну то есть от мусорной еды. И также у нас различные проводятся марафоны стройности и красоты. Естественно, когда человек на правильном питании, мы овощи и фрукты как бы обязательно должны потреблять. Ну и вообще в целом. Я так Вот. понимаю, даты тоже выбраны не случайно, после окончания зимы, когда Да. вот этот Витаминоз. витаминосы Да. необходимо пополнять. А в чем вот особенность этого дня? Насколько это вообще популярно у нас в стране? Особенность этого дня в том, что овощи и фрукты все-таки, естественно, занимают важное, да, место в нашем рационе. Естественно, мы по рекомендации Всемирной организации здравоохранения должны потреблять минимум 400 грамм овощей и фруктов в день. Вот. Это, конечно, будет зависеть от пола, от возраста, от физического как бы развития, да, как бы, естественно, если спортсмен там занимается, ему более там надо потреблять, да, овощей и фруктов. В общем, это все зависит от здоровья, также от каких заболеваний. Вот. Я очень радует, конечно, что в последнее время все-таки люди привержены к правильному питанию, к активному образу жизни, и на наших столах все-таки в последнее время появляется все больше овощей и фруктов. И, конечно, мы должны это популяризировать, чтобы вообще, ну, как бы все в целом все знали о полезности овощей и фруктов, что содержит в нем. Вообще самих овощей и фруктов огромное количество, много видов. А есть вот такие, которые наоборот вредны для здоровья? Какие? Ну да, это все, конечно, зависит от того, как хранится, да, и вообще что содержит. Ну, в первую очередь, я бы хотела сказать про наш картофель, потому что картофель... Знаю, потому что это мой, во-первых, любимый овощ. У многих. Да, я его стараюсь ограничивать, потому что при большом количестве крахмала, Да. который у девушек приводит к развитию целлюлита, ага. это еще и быстрый углевод. Все верно, потому что он же содержит 80% крахмала, и когда он долго как бы хранится, да, идет распад именно на глюкозу и на фруктозы. И поэтому, когда мы много картофеля потребляем, мы можем набрать очень много лишнего веса. Вот. Также баклажаны, там содержится солонин, они могут тоже как бы оказывать вредный фактор на организм, да. И вообще надо учитывать, опять же, советоваться с врачом, у кого какие заболевания желудочно-кишечного тракта. Допустим, та же капуста может вызывать очень большой метеоризм. Бывают люди, которые страдают, да, этим. Также лимон, да, мы обычно не рекомендуем тем людям, у кого повышенная кислотность, да, в желудке. Поэтому, в общем, надо это подходить индивидуально каждому и разговаривать как бы индивидуально. Аюна Батыровна, это замечательная беседа для всех наших телезрителей, которые сейчас проснулись и завтракают. Мы продолжим после небольшой паузы. А вы, дорогие друзья, не переключайтесь, оставайтесь на телеканале Якутия-24. Доброе утро, Якутия, в студии Кристина Якупова. 15 февраля – день вывода войск из Афганистана. В этот знаменательный день глава республики Айсен Николаев встретился с ветеранами боевых действий, солдатами-срочниками. На встрече обсудили, как улучшить работу по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения, привлечение ветеранов в школы в качестве лекторов. А также главной темой обсуждения было оказание помощи тем военнослужащим, которые ранены, лечатся, возвращаются после СВО на родину. Воспитательная работа, военно-патриотическая. У нас она ведется, она многолетняя, эта работа, но есть всегда вопросы, где можно сейчас пересмотреть вопрос и улучшить его, вот, поддержать ветеранов. Нам нужна больше обучающей программы лекторской, ведь это тоже как иметь образование определенное, обучение. И вот обучающие программы, лекторские школы, такие мониторинги нам очень нужны. Студенты Арктического института искусств разрабатывают дизайн-коды населенных пунктов и логотипы предприятий и организаций Якутии. Еще в прошлом году выполнили заказ села Бердгистях Горного района и Тит-Эбях Ангаласского района. Сейчас взялись за разработку логотипа предприятия «Сахабуд».
Все это разрабатывается в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». Как говорят студенты, создание специальных логотипов и дизайн-кодов – работа не из легких, так как первым делом учитывается мнение заказчика. В то же время логотип должен быть красивым, содержательным и соответствовать современным дизайнерским канонам. К 30 году студенты намерены разработать около 10% дизайн-кодов поселков и городов. Заказчики предоставляют нам так называемый бриф, куда они включают то, что не хотят. Да? Это может быть логотип, это может быть разработка того же, например, сувенирной продукции, как для Сахабулта. Это может быть дизайн-код. Вот, например, это уже студенты закончили, которые работали впервые по дизайн-коду работали. Села Бердикистях, это было вообще тоже очень такое уникальное событие, потому что это впервые в России разработан был дизайн-код для села, потому что раньше только для крупных городов делали, да. Очень тоже отрадно, потому что студенты у нас, вот когда они разрабатывают, они все это утверждается не то, что как бы сверху, да, вот там сделали и там получите, что хотите, а все вот эти логотипы для села, это утверждали сами жители. Школьную мастерскую Верхневилюйской школы номер 2 переделали под зимнюю оранжерею. Там уже вырастили декоративные цветы и тюльпаны, а также выращивают салаты, укроп, огурцы и помидоры. Зелень посеяли уже в 3-й раз. Ее свеже используют в школьной столовой. В оранжерее школьники изучают почву, делают химические анализы. Школьницы занимаются цветоводством уже 3-й год и за это время научились самостоятельно ставить эксперименты. Внутри оранжереи температура составляет 34 градуса и воздух увлажняется искусственно. В дальнейших планах у школы вырастить клубнику и различные экзотические цветы. Сначала мы посадили укроп, для эксперимента, и результат был очень хороший, поэтому мы решили дальше их сажать. Это уже как 3-й раз, как мы их посадили. У нас есть салат Орфей, он, оказывается, тоже хорошо растет, и это тоже плюс, большой плюс. Мы уже агрошкола, мы должны что-то обязательно что-то пробовать, что-то новое. И мы это сделали. Укроп, кстати, очень быстро растет. После посадки они через 3-4 дня уже появляется маленький росток. И уже активно растут. Мы это посадили 26 января. Через 3 недели результат такой. Каждый день мы их поливаем и сбрызгиваем водой, чтобы не пересыхали. Мы продолжаем наш эфир. Напомню, что с 13 по 19 февраля по всей стране проходит масштабная неделя потребления овощей и фруктов. Более подробно мы об этом говорим с нашим гостем. В гостях у нас Аюна Лукина, врач-педиатр. Аюна Батыровна. Мы остановились на нашу тему. О пользе овощей. Да, о пользе овощей. А вот так как у нас регион достаточно удаленный, да, то есть пока идет транспортировка овощей и фруктов, вот, насколько они могут потерять свои, сохранять свои полезные свойства? Это, конечно, вообще очень важный вопрос, потому что при транспортировке там же используются различные, вещества, которые покрывают, наши овощи и фрукты, чтобы они в процессе транспортировки, чтобы там никакие бактерии, и так далее, микроорганизмы не повредили, можно так сказать, поэтому я думаю, что все-таки, простите, вредно, не в полной мере мы употребляем уже, получается, потому что, мне кажется, смыть которое покрывает, это очень сложно бывает. И рекомендуется, огороды мы садим же, летом, чтобы, когда мы урожай собираем осенью, чтобы замораживали уже такие шоковые заморозка, чтобы была. Допустим, собрали урожай, помидоров, нарезали такими кусочками уже сразу в морозилку или в ларь. И это все запаковываем в пакеты и храним. И сейчас вытаскиваем зимой и кушаем. Тогда, получается, сохраняется практически 100% всего полезного. Потому что именно летом собранные и выращенные продукты, овощи и фрукты, они сохраняют практически 100%. А те, которые сейчас перевозятся, получается, там, конечно, все в меньшей мере.
Я, И кстати, как бы. могу добавить, ну, в детстве, я сейчас вспомнил, на даче, когда собирали укроп, петрушка, Да. бабушка их так Да, мелко нарезали в нарезала, а пакет. мне нравилось на крышу залезать. Кстати, сушеные, Сушеные. да, сушеные и замороженные. Вот тогда очень сохраняется все питательные. Зимой можно это все. Да. Если нет возможности, во-первых, нету огорода, и все-таки приходится потреблять в ближайшем магазине те же самые овощи, фрукты, есть ли какие-то критерии, по которым можно определить, что этот овощ или фрукт принесет максимальную пользу? Свежие. Ну да, мы же когда приходим, все равно смотрим в первую очередь на как бы где продается, да, наши продукты, овощи и фрукты в основном, чтобы санитарно-гигиенические нормы. Ну вот когда человек заходит, сразу глазами уже видит, да, какой там вид, там презентабельный или нет. Ну, в общем, сразу в первую очередь нужно обращать на вид, да, этого овоща или фрукта. Он должен быть целый, без повреждения кожуры, да, чтобы там не было никаких гнилостных запахов, да, там не дай бог еще какие-нибудь там, может, насекомые, да, могут быть, да, у нас летом, осенью, допустим. Вот, потому что, когда повреждается кожура, все равно там происходят различные процессы, даже гниение, да, поэтому в любом случае вид овощ или фрукт должен быть как бы целый, не поврежденный и, конечно же, и обязательно запах, да, вы замечали, что спелые вот такие овощи и фрукты, они прямо такие ароматные, сразу заходишь и сразу запах. Или же, когда яблоки, допустим, покупаем, мы тоже просим, дайте понюхать. Ну, в общем, самые спелые, хорошие фрукты, овощи, они все-таки имеют хороший, вкусный, как бы запах такой приятный. Ну, а если вы заходите и чувствуете, что сразу какой-то гнилостный запах где-нибудь в овощных, то уже стоит призадуматься, что Это вообще наверняка... уже, наверное, поставщик. Да, То да, есть, да. Люди же обычно как, ну, ближайший около дома ларек, овощи, фрукты, и уже, в принципе, выбираешь человека, который, они тоже бывают добросовестными. Вот Да. именно, да, и ты сразу знаешь, где покупать. А иногда рядышком бывает магазин, что не очень, уже думаешь, лучше туда не заходить, я пойду туда, где все-таки как бы добросовестные люди работают. Как мы уже выяснили, фрукт фрукту рознь. Рознь, да. Тоже и касается овощей. Все равно в современном мире сейчас есть многие люди, у которых есть те или иные аллергические реакции да. на овощи и фрукты. Вот есть ли какие-то базовые, которые можно практически всем? Ну, Если человек все равно хочет приобщиться к правильному здоровому питанию. правильному здоровому питанию, ну, если взять овощи, да, у нас практически не бывает аллергии на капусту, на огурцы и помидоры. Ну, это как бы самые наши базовые, да. Перец, конечно, рекомендуется. Болгарский. Да, болгарский перец, ну, сладкий вот наш перец, да. А вот именно на овощи практически не бывает никакой аллергии. А вот на фрукты, да, там уже вы сами прекрасно знаете, что цитрусовые, да, могут давать. Вот, хотя говорят, бананы аллергичные, но я могу поспорить, потому что бананы все-таки содержат намного меньше аллергена. Его даже рекомендуют и маленьким детям, и беременным женщинам, да, поэтому бананы рекомендуется все-таки употреблять. Ну, цитрусовые все-таки поменьше, и лимон, конечно, да, вот. И также всякие заморские, там они тоже очень, как бы, надо быть осторожным, пробовать потихоньку, ну, то есть не сразу, как бы, потреблять килограммами, да, попробовали один, там, допустим, фрукт, да, и посмотреть на реакцию организма. И, в общем, вот так вот, тоже индивидуально для каждого. Тем, кто выезжает Да. в заморские страны, тоже Да. на своем опыте. Вот они же приезжают и сразу много начинают не ешьте. много потреблять, да, и потом лежат, извините, как бы, да. Ой, что это такое? Да. Дай-ка я попробую. Конечно. И расстройство пищеварения Да, может очень. быть. То есть это все связано с тем, что у нас привычно. в генетическом Не коде нет заложено, да, мы же такого. все-таки живем на Крайнем Севере, у нас как бы ограниченное количество, поэтому мы же не знаем, как отреагирует наш организм на это. Что касается Крайнего Севера и его жителей, стоит ли Ой. нам вот эту дозу в 400 граммов ежедневную увеличивать? Только потому, что вот у нас такие вот Да. непростые условия. Во-первых, надо увеличивать, потому что у нас мало солнца, да, мы 8 месяцев практически без солнца живем, у нас не вырабатывается витамин D, нам солнце нужно, поэтому все-таки, чтобы витамины поступали, нам все-таки больше, я думаю, рекомендуется, даже в 1,5 раза, возможно, да, не 400, там, допустим, 600 граммов овощей и фруктов. И желательно в первой половине дня употреблять фрукты, то есть которые могут быть там яблоки, да, вот и те же бананы, которые калорийные, да, а уже во второй половине желательно овощи. Вообще на ужин рекомендуются овощи с мясом. Мясо и овощи. Даже рекомендуется не красное мясо, это уже другая тема, да, пошла, рыба там или курица. Вот, поэтому во второй половине дня лучше овощи, в первой половине фрукты желательно. Ну и в течение недели вот этих вот ваших мастер-классов, обучающих каких-то уроков, для наших телезрителей, которые хотят в эту тему наиболее плотно погрузиться и узнать гораздо больше о пользе потребления овощей и фруктов, где и куда можно будет обратиться, где можно будет все вот эти вот мероприятия посетить?
У нас, естественно, есть сайт, да, Республиканского центра общественного здоровья, медицинской профилактики РЦОС МП. Вот набираете, сайт, мы можем, в принципе, если хотите, ссылочку вам дать, да. Вот, там можно зайти, у нас очень много там различных лекций, видеолекций, да, и просто аудиолекций. Даже есть мастер-классы, где можно посмотреть, визуально увидеть и прочитать, да, про пользу овощей и фруктов. В принципе, вот так вот. Можете прийти в Сосновый Бор, поиграть с нами, да? Да, послушать. И, конечно, всем бы рекомендовала, у нас все-таки центр профилактики, поэтому у нас очень активно, мы занимаемся профилактикой и вообще всем, чтобы все вели здоровый образ жизни. Инна Батыровна, большое вам спасибо за очень полезную информацию. Я хочу сказать, что всем нашим телезрителям, которые хотят посмотреть эти видеоуроки, ссылка на сайт будет закреплена у нас в телеграм-канале, так что вы всегда можете зайти, перейти по этой ссылке и узнать больше. И, конечно же, присоединиться к неделе осознанного потребления овощей и фруктов. Ремонт и отпуск стали самыми популярными статьями расходов в конце 2022 года. Обустройство дома, ремонт и отпуск – самые, соответственно, эти статьи расходов за пределами базовых в четвертом квартале 2022 года 37 и 34% соответственно. Именно на эти категории покупатели в первую очередь тратили свободные деньги. Согласно данным исследования Nielsen IQ, третье место занял раздел «Новая одежда». Четвертое – развлечения вне дома. Пятое – выплата займов и кредитов. Помимо этого в списке электроника и бытовая техника, медицинские услуги, питание вне дома и инвестиционные фонды, покупка акций. Сообщается, что к январю покупательская уверенность россиян значительно укрепилась. Сразу 56% респондентов оценили свое личное материальное положение в ближайшие 12 месяцев как отличное и хорошее. А 43% считают, что сейчас подходящее время для покупки новых вещей. Кстати, Руслан, в твоих тратах ежемесячных какие преобладают позиции? Еда. У меня, наверное, и еда, питание вне дома и, конечно же, покупка новых овощей. Но порой мы тратим слишком много, даже несмотря на то, что пытаемся как-то тщательно планировать свой бюджет. А причина – это вредные привычки, мелкие траты, и мы часто недооцениваем их масштаб, хотя они могут нанести серьезный ущерб нашим финансам. Эти расходы стоит контролировать, чтобы не потратить слишком много. Как это сделать, смотрим в следующем сюжете. Съел печенье, перекусил бутербродом, кинул сахар в чай и уже 400 лишних килокалорий. С деньгами все так же. Чашечка кофе в кофейне по пути на работу, еще один днем из автомата, в месяц, а затем в год набежит кругленькая сумма. А можно сократить, а еще лучше избежать лишних расходов, поставив на работе, например, кофемашину. Кредитные карты – это невероятно удобный финансовый инструмент. Однако следует внимательно отслеживать траты, чтобы не накопить долги с процентами. Лучше, конечно, своевременно гасить задолженность и изучать тарифный план. Необдуманные покупки во время шопинга для многих являются главной статьей расходов. Скидки и распродажи, как правило, являются причинами безрассудных трат. Постарайтесь не ходить в торговые центры в плохом настроении, так как именно в эти минуты легче всего поддаться соблазну. Не сразу покупать понравившуюся вещь, а подумать и прийти за ним на следующий день, если к этому времени намерение купить не поменялось. А лучше всего составлять списки необходимых покупок. Также экономить можно каждый день по мелочам. Например, не покупать полиэтиленовые пакеты, а носить с собой тряпичную сумку. Наливать воду с собой, а не покупать в бутылке. Последние несколько лет мы наблюдаем небывалый рост популярности потоковых и стриминговых ресурсов. Получили возможность смотреть фильмы, сериалы в любом месте, в любое время, слушать музыку и использовать другие развлекательные сервисы. И каждая подписка – значительный источник расходов, поэтому стоит ограничиться самым необходимым количеством услуг. Не оформлять подписок с бесплатным периодом, чтобы не забывать потом отменить, и внимательно следить за списком сервисов, ведь некоторые из них снимают деньги незаметно для пользователя. Туяра Филиппова, Виктор Дичковский, Якутск.
Ну а если у вас все-таки есть лишние деньги, то вы можете приобрести один из самых романтичных островов планеты. Так, 14 февраля выставили на продажу остров Любви в Хорватии. Стартовая цена острова 13 миллионов евро. Он уникален тем, что имеет форму сердца. Площадь острова 142 тысячи квадратных метров. На продажу выставили чуть более 440 тысяч квадратных метров. Напомним, Гелешняк омывает Адриатическим морем, и он крайне популярен у любителей сделать эффектное фото. На островке нет ни отелей, ни вилл, ни ресторанов, но это не мешает многим знаменитостям каждое лето посещать Гелешняк на яхтах. Теперь же часть острова предлагают потенциальным покупателям под застройку. Выручку от продажи инвестируют в развитие других курортов Хорватии. Получается... Захотел приобрести? Слушай, ну там часть, да, получается, из 142 тысяч квадратных метров продали 40 тысяч. По-моему, это очень выгодная инвестиция, то есть можно вот эту часть купить, потом перепродавать частями под застройку. По 9 соток? Да. Соответственно, я думаю, очень даже такая отличная идея для бизнеса. Но мне кажется, даже в любом случае там как-то построить, скорее всего, какой-нибудь красивый отель. Для влюбленных. Ну, да, будет здорово. Ну а главный универмаг Синдзюку Маруи в Токио только что открылся, а покупатель уже лежит на полу. Это кресло-мешок, которое можно надеть на себя и расслабиться. В начале месяца оно стало хитом в японских соцсетях. Его создатель Сёго Такикава говорит, что главная идея этого творения — позволить людям расслабиться. Это подушка, которая позволит отдохнуть в любое время и в любом месте. Вы можете надеть ее, расслабиться в своей гостиной или во многих других местах, говорит автор изобретения. Пандемия COVID-19 заставила многих японцев оставаться дома. Возможно, именно время, проведенное в изоляции, толкнуло людей на такие забавные творения. В таком мешке можно ходить, сидеть, лежать и даже работать. Эта покупательница отмечает, что на фоне энергетического кризиса такое кресло также может согреть в холодное время года. Кресло-мешок выпускают в 3 размерах. Детский, средний и большой. Стоит оно около $120. По-моему, это очень хорошее. Мне очень понравилось то, что отмечают о том, что пандемия толкнула на креативность. Но я помню наши прошлые исследования, где говорилось, что во время пандемии люди расслабились, набрали лишний жирок. И, по-моему, вот это кресло, оно очень хорошо скрывает недостатки фигуры. Попробуй, докажи, какой у тебя размер. Вообще можно сделать северный вариант, более Конечно. утепленный. И ходить на работу так. Единственная будет проблема залезть в автобус, да, ну, в час пик. А можно даже не ездить на автобусе, можно выбрать пешие прогулки, устал, сел, посидел, отдохнул и отправился дальше. Главное, надолго не ложиться. Двигаемся далее, и я думаю, такое кресло, оно помогло бы нашей следующей героине, потому что оно очень теплое, потому что ледяная русалка из Чили стала первым человеком, который совершила заплыв на длительную дистанцию в водах Арктики. Барбара Эрнандес проплыла 2,5 километра в Атлантическом океане рядом с Южным Шотландскими островами. Она надела только обычный купальник, ведь с гидрокостюмом установить рекорд не получилось бы. Температура воды при этом здесь чуть выше 2 градусов Цельсия. Барбара плыла более 45 минут, и в это время за ней наблюдали члены ее команды поддержки и служащие военно-морского флота Чили. Сейчас рекорд ледяной русалки проверяет международные организации. Это уже не первое достижение чилийской пловчихи, и в прошлом году она побила рекорд книги рекордов Гиннесса, проплыла 5,5 километров по границе между Тихим и Атлантическим океанами на юге Чили. Я смотрю, прям чувствую, как это же прохладно. Где-то градуса 2-3, наверное, Да. температура воды. Но тем не менее, люди настолько заботятся о своем здоровье, что, вот, как было сказано, закаляйся, как сталь. Мне кажется, вот эта вот чилийская русалочка имеет такую силу воли и волю к победе, что и, соответственно, записано, уже зафиксировано в книге рекордов Гиннесса. Ну, некоторые люди следят за здоровьем, кто-то за своими вещами. Вот так в Индии снова праздник для автолюбителей. 180 винтажных автомобилей представили на ежегодной выставке в Мумбаи. В числе экспонатов Rolls-Royce, Hummer, Austin и Jaguar. После выставки все автомобили по традиции участвуют в ралли. Это уже 40-й фестиваль винтажных авто в Мумбаи. Подобные мероприятия также организуют в Нью-Дели, Калькутте и других городах. В Индии сохранилось много старинных машин. Когда-то махараджи, подражая британским монархам, покупали самые лучшие автомобили своего времени.
Потом их имущество национализировали и распродали на аукционах. И вот благодаря этому в Индии проходят подобные выставки. Но давайте не будем забывать о том, что даже если у тебя супер классная машина, супер она винтажная или, может быть, очень новая по последним наворотам, если человек за ней не следит и если нет хорошего мастера, который проконтролирует состояние вашего автомобиля, то она долго особо и не проживет. Житель поселка Пскент и Ташкентской области Дилмурод Жаборов вот уже 25 лет занимается ремонтом радиотехники. Несмотря на врожденную патологию конечностей, он стал мастером в своем деле и уже делится опытом с учениками. На кадрах можно увидеть, как Дилмурод Жаборов ловко обращается с инструментами и мелкими деталями во время работы в своей мастерской. Мужчина использует роды вместо рук для того, чтобы держать отвертку, паяльник или пинцет, а затем разбирать корпус телефона или закручивать винты. По словам Жаборова, интерес к ремонту радиотехники он открыл в себе случайно. В молодости я не мог работать. У меня не было профессии, мне было скучно. Наш телевизор был старым и каждую неделю ломался. Мастера часто приходили к нам чинить. Я наблюдал за ними. У меня появился интерес к этому. Купив паяльник, я научился паять. Я начал ремонтировать разные приборы, соседские радиоприемники. Самый первый прибор, который я починил, был старый радиоприемник соседа. Дилмурод родился с такими патологиями. Как он рассказывает, у него нету никаких осложнений. Каждое утро, как и все, он просыпается, приводит себя в порядок и начинает свою работу. В этом году исполняется ровно 25 лет, как он стал мастером по ремонту техники. Сначала мой отец был против этой работы. Говорил, что у меня не получится, что будет очень трудно. Я даже сломал несколько приборов. Мастера говорили, чтобы я больше не пытался ничего чинить. Я сказал, что все равно буду работать мастером, иначе не будет интереса к жизни. Мне нужно было показать людям свое место в жизни. А добился он таких высоких результатов благодаря своей настойчивости и умению заниматься самообразованием. Я не учился ни в школе, ни в институте, ни на домашнем обучении. Я всему обучался сам, с помощью интернета. Когда мой брат пошел в первый класс, я читал его книги. По ним я учился читать и писать. Если у меня не получается что-то починить, я до поздней ночи могу искать ответы в интернете и доделать работу. Сейчас под руководством мастера находятся 5 учеников, которые перенимают его ремесло. Сейчас у меня есть 5 учеников. Один из них занимается ремонтом телефонов в городе. Остальные вместе со мной занимаются ремонтом телевизоров, телефонов и другой техники. Мы стараемся чинить все приборы и не возвращать, пока не починим. Сегодня Дилмурод Жаборов для многих пример для подражания. Он не только доказал, что, несмотря на свою патологию, добился высоких результатов, но и стал профессионалом своего дела. А сейчас подошло время нашей рубрики «Моя профессия». И в этот раз мы расскажем о профессии подолога. Это специалист, который работает на стыке таких направлений, как дерматология и хирургия. Меня зовут Кривошапкина Анна, я практикующий подолог. А кто же такой подолог? Это мастер аппаратного педикюра с решением подологических проблем. То есть в компетенцию подолога входит не только обработка, да, но и важно то, чтобы у клиента заподозрить какие-либо изменения на начальной стадии, изменения ногтевых пластин, изменения кожи, деформация стопы, обратить внимание на обувь. Вот это все входит в компетенцию подолога. И в подологии, знаете, нет возраста, да, то, что клиенты обращаются разных возрастов. У меня самый маленький клиент был в моей практике, это ребенку было, по-моему, месяц или 2 месяца. А самый пожилой клиент, это был мужчина, которому 96 лет. Да, в таком преклонном возрасте, почетном, люди ко мне тоже обращаются, потому что мы живем на севере, мы более 9 месяцев ходим в закрытой обуви, и к обуви тоже нужно относиться правильно, правильный подбор обуви. Поскольку если человек не знает, как правильно подбирать обувь, это потом влечет определенные последствия. То есть могут образоваться проблемы небольшие. Да? Это деформация ногтевых пластин, изменения какие-либо, да? Мозоли, омозолелости. Вот этими всеми моментами занимается именно специалист-подолог. Я постоянно динамично развивающий специалист. Я прошла много обучений, и на сегодняшний момент я не перестаю развиваться, я обучаюсь. Я являюсь студенткой 2-го курса медицинского колледжа. Обучаюсь, потому что моя специализация, да, то, что вот я работаю специалистом-подологом,
оно очень тесно связано с медициной. Но работаю я в пределах своей компетенции, поскольку я являюсь связующим звеном между мастером-эстетистом, потом идет подолог, а потом уже идут врачи, такие как эндокринологи, хирурги, дерматологи. С этими врачами я обязательно сотрудничаю, потому что иногда бывают такие случаи, когда клиенту необходимо дать, помимо рекомендаций, именно поделиться контактами специалистов, чтобы отправить его именно к специалисту. Почему мне нравится моя профессия? Мне нравится тем, чем я занимаюсь, поскольку я, помимо того, что я работаю, я помогаю людям. Вот эти слова благодарности, когда ты человеку помогаешь избавиться от той или иной проблемы, оно вызывает такой восторг, то, что когда клиент на тебя с такими глазами смотрит, благодарить тебя это стоит очень многого, поверьте мне. А прямо сейчас к нам присоединились наши коллеги из информационной службы с последними и актуальными новостями. Более 60 дворов благоустроят в Якутии по программе «1000 дворов на Дальнем Востоке». Об этом сообщил глава республики Айсен Николаев. В столице планируют благоустроить 21 двор. Глава республики отметил, что благоустройство дворовых территорий позволяет улучшать качество жизни людей. Программа будет продолжена, так как очень тепло принимается жителями. Напомним, в прошлом году по программе в 37 населенных пунктах Якутии было благоустроено 124 двора и мини-парка. Из них 75 в Якутске. Уроки цифры на тему «Анализ в бизнесе» и программной разработки проходят в республике с 13 февраля по 12 марта. Работа в IT творческая. Она сочетает в себе инженерный и гуманитарный труд. Новый урок цифры, подготовленный экспертами фирмой 1С, позволяет наглядно это увидеть, попробовав классический бизнес-анализ в доступной детям игровой форме, а также проведя творческое исследование опыта пользователей игры, отмечает Игорь Кузора, руководитель отдела образовательных программ фирмы 1С. Отмечается, что во время обучения достаточно иметь базовые знания по математике и логике. В столице работает отделение сопровождаемого проживания для подростков от 14 до 17 лет на базе Республиканского реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями здоровья. Комнаты в отделении полностью оборудованы для комфортного проживания детей и их родителей. Всего отделение рассчитано на 10 мест. На данный момент в учреждении находится 4 подростка. Создание отделения сопровождаемого проживания дает возможность подросткам не испытывать больших трудностей в жизни. Помимо прививания социально-бытовых навыков, с подопечными на постоянной основе работают педагоги-психологи, которые проводят различные терапии. По данной программе учебное сопровождаемое проживание рассчитано на детей от 14 до 18 лет включительно с ментальными нарушениями. То есть данная программа идет в 4 блока: социально-средовая, социально-бытовая, социально-коммуникативные навыки и также досуговая программа. В Якутске стартовало первенство республики второй лиги по волейболу. Во Дворце спорта 50 лет Победы проходят соревнования среди мужских и женских команд. Данные состязания приурочены к столетию физкультурного движения в Якутии и столетию отечественного волейбола. Участие принимают 29 команд. У нас соревнование называется «Первенство», где принимают команды муниципальных образований и учебных заведений. И по итогам второй лиги, занявшие первые 2 места команды, выходят в первую лигу следующего года. Соответственно, команда, занявшая 7 и 8 места в первой лиге нынешнего года, на следующий год переходит во вторую лигу. На этом все. Мы продолжим следить за развитием событий. Чтобы быть здоровым, надо не только беречь свои ноги, но и иногда заниматься спортом. И сегодня у нас в гостях педагог, тренер по самбо и дзюдо Валерий Максимович Герасимов. Человек, который воспитал не одно поколение юных спортсменов. И с ним, кстати, его юная спортсменка. Это Елизавета Шамиева, бронзовый призер «Дети Азии» 2022 года, чемпионка Дальнего Востока, а также кандидат в мастера спорта по дзюдо. Доброе утро. Доброе утро. Всем хорошего настроения.
Спасибо. Расскажите, как вы стали тренером? Ну, вообще-то, очень это интересная история, и вопрос очень хороший. Если рассказывать, как я стал тренером, это займет весь эфир, но я коротко расскажу, что я, конечно, пришел в область работы тренера, это случайно, наверное, потому что я работал в полиграфии почти 15 лет. Ну, полиграфия, знаете, типография. Да, это там был и директором типографии Устьянского района. Ну, в 80-е годы, где вот шел хороший воспитательный процесс в отношении молодежи, я был командиром комсомольского оперативного отряда дружинников. Вот такое было движение, когда вот мы рабочие, молодежь вечерами ходили на улицы, ну, можно сказать, боролись с преступностью. Но я как спортсмен и тренировал своих этих молодых дружинников. Нашли спортзал, я им там показывал приемы, там, чтобы, конечно, они пригодились там на улице или где-то в каких-то ситуациях. Ну, соответственно, заинтересовались этим, мы в основном занимались трудными подростками, и заинтересовались органами МВД, они сказали, ну, давайте вы занимаетесь трудными подростками, чтобы они не ходили на улицах, это самая ваша хорошая работа будет, профилактика правонарушений. Ну, я начал вот, приглашать трудных подростков, они вот стали приходить, заниматься. И, ну, здесь у нас очень много турниров было в то время, первенство города, республики, тогда энтузиастов много было. И смотрю, у меня мои мальчики, девочки, ну, добивались хороших результатов, становились чемпионами там города, призерами республики, уже на выездных соревнованиях. Но это приятно, что твой труд как-то облагораживает, сам ты создаешь себе, и это очень стало приятно мне как-то востребовано. Я бросил, кстати, свою карьеру, я работал тогда директором типографии Устьянского района. И мне, будучи, ну, мой хороший знакомый, я у него работал на полставке, это директор Республиканской спортивной школы Олимпийского резерва Данилов Дмитрий Максимович, это первый мастер спорта по вольной борьбе. Ну, я до выезда в Устьянский район работал у него, он сказал: Валера, приезжай, я тебе ставку даю, первую. Ты, говорит, приедешь? Я говорю, ну, давайте, если первую ставку даете. Я говорю, да, бросишь свою карьеру. Я бросил карьеру и так приехал сюда. Ну, ни о чем не жалеете. Ну, нет, ни о чем, конечно. Я думаю, о чем можно будет жалеть, если Да. у нас сидит Елизавета. Во-первых, это первая бронзовая медаль, единственная на детях Азии 2022 года по дзюдо. Давайте покажем нашим телезрителям. Да, Друзья, вот красиво, это весистая. повод для гордости не только тренера, но и всей республики. Елизавета, вы расскажите, как вы пришли к этому виду спорта? Ой, да к этому виду спорта я... Да я вообще в школе ходила на все спортивные, художественные секции, ну, куда только можно, я ходила. И у меня были тренировки по спортивному ориентированию, и вот пришел тренер Валерий Максимович и нас с подругой моей заметил. Ну, мы тренировались, потом как-то подошли посмотреть там, что, ну, интересно, бросают люди туда-сюда, как они подкидывают их. И вот стоим, мы смотрим, а он нас уже заметил, и давай сразу нас звать. Ну, заходите. Мы такие, ну, Что смотреть, приступайте к тренировкам. Да. Сели, он сразу же нам сказали, ну, вот Дети Азии, сразу нас уже хотели готовить Дети Азии. И вот... Есть результат? Да, результат отличный. Сегодня да. в студии. Валерий Максимович, а где сейчас вы тренируете детей? Сейчас, во-первых, я работаю тренером Республиканской спортивной школы Олимпийского резерва, это в Покровске. Есть такая школа, единственная республиканская, директор Александр Амосович. Он пригласил меня тренером. Я как филиал в городе Якутске тренирую на проспекте Ленина 43, дробь 1. Это бывший спортивный клуб «Спарта». Ну, это он относится к ЯНЦ, и я думаю, вот в центре хорошо. И как раз вот очень удобно. И в прошлом, буквально 2 года назад, вот мне на юбилей подарили татами свои личные, и как раз они пригодились. И сейчас этот зал полон детьми, приходят заниматься у меня дети ну, со всех микрорайонов города. С ГРЭСа приезжают, с ДСК, поэтому наш зал, приходите заниматься, это проспект Ленина 43, дробь 1.
Вот, друзья, пожалуйста, зафиксируйте адрес, записывайте и отправляйте в своих чат. Кстати, что касается по показателям ребенка, с какого возраста, во-первых, лучше начать, и какие базовые физические нагрузки и развитие у него уже должно быть? На что вы смотрите? Во-первых, сейчас спорт очень омолодился, да, и в городе очень много клубов, которые занимаются маленькими детьми на перспективу, уже начиная с 5, 6, 7 лет. Ну, они пока идут навыки привыкания к спорту, это за счет физических тренировок, там в основном у нас это акробатика, растяжка, ну и дополнительно там, работа по наращиванию мышц и другая специализация. Ну а для спорта высокого достижения, конечно, нужна целеустремленность, большая целеустремленность, любовь к своему виду спорта, своему любимому спорту. Уважение. Это дзюдо, это основа уважения к окружающим, друг другу. Это как бы идет основа воспитательного процесса всех восточных единоборств. Поэтому очень она интересна для того, чтобы начинать работу в детсадах. Вот, кстати, в Японии вот эта работа ведется, идет там и школьная программа, дзюдо как школьная программа воспитательная, ну и начинают они же, конечно, с детских садов. Ну а добиться, конечно, большого уровня такого высокого, это, конечно, не всем дается, это большая работа, труд. Но я вот такие девочки, как Лиза, они добиваются, потому что целеустремленные, дисциплинированные. Кстати, самое основное, это, конечно, дисциплина, порядок и труд. Ну вот Лиза сейчас 11 класс. Выпускница вы. Да, скоро уже выпуск. А вообще вот как соотносится твое хобби, да, занятие спортом с учебой? И вообще твои дальнейшие планы, куда будешь поступать? Ой, к учебе у меня... Мне учиться всегда нравилось, но вот спорт, когда в моей жизни появился, я стала намного больше уезжать на сборы, ну и также на ориентирование ездили всегда, а сейчас на дзюдо, и очень много я пропускала, вот вызывали к директору частенько, но все экзамены я сдала очень хорошо, почему-то они очень сильно этому удивились, хотя я всегда хорошо училась. Скорее всего, дисциплина, да? То, что играет свою роль. И стремление к победе, лучшим результатам. А после окончания ты продолжишь заниматься спортом? Спортивную карьеру или... Я надеюсь, что я поступлю хорошо, сдам ЕГЭ это, и поступлю в какое-нибудь хорошее учебное заведение, и также продолжу тренироваться уже от Ну, университета. по секрету скажу, что она хочет поступить в Санкт-Петербург. Мы уже там наводим такие связи с клубами Санкт-Петербурга, и, конечно, как кандидат в мастера спорта, ну, будет востребована, и там есть желание многих тренеров, чтобы наши девочки занимались вот именно у них, где учатся дети наши. Замечательно. А вообще, как в жизни тебе пригождается, да, дзюдо? Ой, ну, я очень сильная стала, ну, так и была всегда, и, ну, как бы, все это знают, и мало людей ко мне пристает уже. И, ну, конечно, дисциплина, характер тоже вот к цели своей я начала прямо очень сильно так идти. Вот сразу мне сказали, Дети Азии, это для меня мечта была большая. И как я получила эту медаль, все, у меня как галочка поставлена, и все, у меня так отлегло от души. Добилась цели. Да. Ну, самое время ставить новые цели, их добиваться. Мы желаем вам успехов. Во-первых, мы вам желаем хорошо сдать экзамены, поступить туда, куда вы планируете, добиваться новых успехов. Ну, а вам, Валерий Максимович, мы желаем новых таких же замечательных выпускников и побед и в предстоящих играх «Дети Азии». Ну, спасибо большое. Да, всем приятного, доброго настроения. Спасибо. И впереди игры «Дети Азии» на будущий год. Так что еще раз я вот сказал, где мы занимаемся. Это проспект Ленина, 43/1. И, кстати, если есть еще внимание, буквально 30 секунд. Буквально недавно мы создали спортивный клуб «Якутяночка» именно для девочек вместе с родителями. И нам необходим такой президент, инициативный, общественник, женщина, которая хочет помочь развитию спорта и, ну, конечно, воспитанию подростков. Ну, я думаю, как раз-таки тот человек, которого вы ищете, смотрит наш эфир. А мы двигаемся далее. И сейчас у нас рубрика «Киноафиша». Все.
Доброе утро! Сегодня в кинотеатре «Лена» смотрите испанский фильм ужасов «Заклятие. Первое пробуждение». По сюжету новенькая Сара пытается вписаться в компанию подростков. Однажды вечером она идет с ними в ночной клуб, а по дороге домой друзья встречают маленькую девочку с куклой в руках, одетую в старомодное платье для первого причастия. Сара еще не знает леденящую городскую легенду о девочке-призраке, готовой отомстить любому, кто не посчастливится пересечь ее путь. Мы нашли только ее куклу, и с тех пор с нами творится что-то жуткое. Нам всем мерещатся демоны. Мы видим потустороннее. По этой легенде, кто встретит эту девочку, будет отмечен знаком и навеки проклят. Узнай. Не ходи туда! Тайну первого заклятия. Также кинотеатр «Лена» продолжает показ второй части приключенческой комедии «Бегун Былыр». Экшн-комедия «Моя пиратская свадьба» с Дженнифер Лопес и Джошем Дюамелем в главных ролях. У нас получится. Это платье мне нравилось. Теперь оно посовременнее. Никто не тронет мою семью. Семейную киноленту «Чебурашка» и драму «Не хороните меня без Ивана». Что такое? Не думаю, что это вопрос физиологии. Скорее надо лечить душу, а не тело. На этом у меня все. Желаю вам отличного настроения и приятного просмотра. На этом наш эфир подошел к концу. Я думаю, вы зарядились отличным настроением, и ваш день пройдет сегодня отлично. И увидимся буквально завтра на телеканалах Якутия-24 и НВК Саха. До новых встреч!